В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. В Гудауте торжественно открылся Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. В официальной церемонии приняли участие представители руководства Абхазии во главе с президентом Раулем Хаджимба, ветераны войны, матери погибших воинов, общественность. Пока открыт только один главный зал музея – зал памяти погибших, где размещены имена и фотографии бойцов, отдавших свои жизни в Отечественной войне народа Абхазии на Гагарском направлении, Гуместинском и Восточном фронтах. Работа по сбору экспонатов для музея будет продолжена. Планируется открытие еще 7 залов музея. На церемонии открытия побывала наш корреспондент Алика Трапш. История Отечественной войны народа Абхазии приобрела еще один дом. В самом центре города-героя Гудауты после длительного ремонта открылся Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. На торжественной церемонии открытия выступил президент Рауль Хаджимба. Хатырску ханацра, хатырску хайцбацра, хайхабацра, раа иҟало ацәыргақәҵақәа рызегьы, ахаҿсахьақәа, аибашьраан ҳаҷкәынцәа, хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа рызегьы изызкхо агәалашәара мацара акәӡам. Уаҵәтәи аԥсҭазаара, абри аҩыза аус уаҳа дунеихаан иҟамларц азыҳәан, ари ҳҿарзааӡо, ҳҿарԥхьаҟа изго ҳҳәынҭқарра еиҵызхуа даҽакала аҭагылазаашьа ҳазҭо усҟотҳәан агәаанагара ҳамоуп. Ҭабуп ҳәа шәасҳәоит зегьы абра иааиз иҳалшалааит аусқәа ҳәынҭқарра шьҭызхуа рыцныҟәара, абзиарақәа шәымаз. Хашҭра рықәымзаат абри амузеи зызку арԥарцәа, ҳаҳәшьцәа, ҳаиҳабацәа, ҳаиҭбацәа. От лица матерей погибших воинов на митинге выступила мать кавалера ордена Леона Даура Ахба Тера Ахба. Хатыр дузқәаҳҵауа ҳауаажәлар. Иахьа абраҟа иаҳҭааз асасцәа Аԥсны ахи аҵыхәеи инаркны иқәынхо, иара убас аибашьра амца шыра иалҵыз еибганы Рауль Џьумка-иԥа Ҳаџьымба ҳхададу раԥхьа днаргыланы зыԥсадгьыл аиқәырхара зыхиамеигӡази, аибашьра зымаха-зышьаха зыцәнарӡази, зымаха-зышьаха еибгангьы ҩнуҵҟала згәабзиара жьнахны зхьаақәа мчыла изҵәахогьы, убас хнырҳәышьа змам ацәыӡ дуқәа уааԥсырала изауз аҭаацәарақәеи шәаниқәшәозаалак агәаҩы зцу, ахьаақәа зцу, ажәақәа ибышәҳәакәымкәаны гәырӷьа-ччарала, изҳарала, еиҵыҵрала шеиқәшәо анцәа иҵаап. Иахьа абраҟа ҳаидызкылаз ахҭыс ԥсаҭа шкәакәа ҳаибашьцәа рӷьажәҩан ирывагылаз, сара аибашьра ахьынӡацо солдаҭуп зҳәоз, ахӡыргара бзиа изымбоз, аибашьра згәабзиара ҵанашәааз, изаамҭанымкәан иаалырҟьаны зыԥсҭазаара иалҵыз Сергеи Платон-иԥа Дбар ихьӡ зху амузеи инарҭбааны ирҿыцны аргылареи уи ашәқәа раартреи роуп. Иахьцәцараха иргылахаз ҳахан ианаамҭаз иаразнакыла ашәқәа заартами ҳәа хьаас згоҵәо шыҟазаргьы уи оумашәа ибатәӡам. Ари ахан аргылара егьаџьабааи гәамҵра иацзаргьы изымдыруада аибашьра аамышьҭахь иара иахнагаз Аԥсны ахҭысқәа маҟәмабарақәа, аԥсабаратә цәырҵрақәа рыдагьы уаҳа иаҳҭахит. Амузеи аԥҵара харҭзыргаз уеизгьы ижәдыруа раԥхьаӡатәи ҳаиҳаб ду Владислав Григори-иԥа Арӡынба иоуп. Уи нахыс ари ацхыраа дуқәа азызуз аџьабаа дуқәа иахьа абас ҳаиқәшәаратәы ҭагылазаашьа ҟазҵоз идуӡӡаны иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит ҳара зыԥсадгьыл зхы ақәҵаз аибашьцәа рҭаацәарақәа зегьы. Строительство нового здания Гудаутского музея началось еще в 2012 году. Средства на реконструкцию были выделены из республиканского бюджета. Однако из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены на несколько лет. Возобновились они лишь в прошлом году. И вот, наконец, Государственный Гудаутский музей Отечественной войны готов принять своих первых посетителей. Почетное право разрезать традиционную красную ленту предоставили вдовам Сергея Дбар и Султана Сосналиева, Римме Дбар и Любови Сосналиевой, а также директору музея Баталу Гунба. Большое спасибо тем,
кто создал этот музей. Я знаю, у абхазов действительно есть места в горах, где они приходят и приносят жертву. Там, где они просят у Всевышнего. Я думаю, не менее значимое место это сейчас здесь, музей, где, говорю, сосредоточены все души тех, кто ушли в иной мир. Их тела ушли, но я думаю, все-таки души их не все находятся здесь. После открытия гости прошли в самый большой и главный зал музея – зал памяти, где представлены фотографии погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В центре зала располагается массивная колонна, символизирующая древо жизни. Посетители музея от одного стенда шли к другому, искали глазами своих близких, но тяжелее всех было матерям погибших. Видите, Попцава Мирот и Попцава Эдуард. Это мой мальчик. И вот сегодня мне привезли мужа, а завтра вечером Эдичика, он был десантник, погиб на горе Ахбюк. Ну, Сухумиш не могли освободить до сих пор, пока Ахбюк оттуда же стреляли. Вот освободили Ахбюк, и он там и погиб. Внизу в Шроме муж погиб, а наверху Эдичик погиб. На сегодняшний день в музее открыт только один зал. В его организации финансовую помощь оказали администрация Гудаутского района и неравнодушные жители. Еще планируется открыть 7 залов. Зал, посвященный первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе, генеральский уголок, зал памяти Махаджиров, а также археологические, этнографические и исторические залы. Конечно, сегодняшний день для нас это двойной праздник, это День музея. Мы открылись ровно 23 года назад, 20 октября. Наш музей тогда открывал Владислав Григорьевич Ардзинбе, наш первый президент. Мы не успели сегодня все экспозиционные залы, всю экспозицию выставить. У нас экспонаты хранятся в хранилище. Мы постепенно, может быть, даже не в течение года, потихоньку, постепенно. Тут очень кропотливый труд, очень большая работа. Ну, и научная, и творческая. Эта экспозиция одним днем не делается. Уже в скором времени в музее, кроме стационарных экспозиций, будут и интерактивные стенды. Работники музея планируют проводить разные тематические мероприятия и акции. Аля Катрапш, Роберт Ломи для событий недели. 20 декабря – Международный день статистики. Решение отмечать эту дату было принято в 2010 году на 41-й сессии статистической комиссии ООН. Статистика играет в жизни общества огромную роль. О том, как работает данное управление в нашей республике, в специальном репортаже Налы Ковы. Зарождение статистической деятельности в Абхазии уходит корнями в далекий период первых лет становления советской власти. Еще 27 января 1922 года на заре советской власти в Абхазии по инициативе Нестора Лакоба было создано Центральное статистическое управление, а в 1994 году парламентом республики был принят закон о статистической деятельности в Республике Абхазия. Как отдельное ведомство управление продолжило свое существование уже в 1995 году. О том, как сегодня работает ведомство, нам рассказала начальник управления госстатистики Кама Гогия. На сегодняшний день в управлении госстатистики работает 50 сотрудников. Отделы статистики имеются во всех районах и в городе Сухум. Здесь трудятся профессионалы. Есть среди нас люди, которые работали еще в советское время, люди с большим опытом, с большим багажом. Несмотря на невысокие оплаты и рутинную работу, люди любят свою работу и годами не уходят из этой работы. Работа статистиков хоть и трудоемка, но очень интересна. Именно поэтому в управлении госстатистики Абхазии проблем с нехваткой молодых кадров нет. Я работаю в этой организации с 2014 года. Это первое мое рабочее место. Мне здесь очень нравится. На протяжении 4 лет у меня была возможность повышаться. Наше руководство предоставляет нам возможность обучаться, повышать свою квалификацию, чтобы мы лучше и более качественнее разбирались в нашей работе. С 2009 года управление приступило к проведению выборочного обследования бюджетов домашнего хозяйства населения, результаты которого служат основой для расчета валового внутреннего продукта страны.
Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств. Здесь уже учет ведется всего того, что не было учтено там в журнале или в дневнике. Если домохозяйство находится в сельском населении, тогда учитывается еще производственная деятельность. Пока мы за третий квартал еще не собрали всю информацию, за четвертый, но уже наблюдается вот то, что очень много пострадало в сельскохозяйственной продукции. А когда они уже будут отчитываться, там уже картина, конечно, будет видна. О том, как ведется статистика данных демографии и смертности в стране, рассказала старший специалист управления Мимоза Авицба. По ее словам, за последние несколько лет демографического взрыва не наблюдалось. Однако шкала рождаемости медленно, но верно поднимается вверх. Ежемесячно ведется обработка данных, ежеквартально составляются отчеты о количестве родившихся и умерших. Бывают случаи такие, когда показатели рождаемости и смертности не в полном объеме отражают статистику по независящим от нас причинам. Это бывает, когда несвоевременное обращение граждан в органы ЗАГСа за свидетельствами, допустим, о рождении и о смертности. Если в 2016 году численность наличного населения была 243 936, а в 2017 244 832 человека. Это небольшое, но все равно есть. Статистические данные, собранные в ходе обследований и переписи, отражаются на ходе планирования, связанного со школами, больницами, дорогами и многим другим. Во многих моментах мы пересекаемся. Это если говорить и о прожиточном минимуме, мы стремимся к тому, чтобы минимальные зарплаты, минимальные пенсии, пособия были не ниже прожиточного минимума, хотя мы сегодня не достигли такого уровня. Также численность населения по возрастным категориям. Также мы получаем информацию о новых рабочих местах и о том, сколько еще рабочих мест должно создаваться и в каких направлениях и так далее. Статистика является жизненно важным инструментом экономического и социального развития. Чтобы процесс развития протекал успешно, необходим сбор данных и их статистический анализ об уровне бедности, доступности образования, распространенности болезней и многом другом. Статистика является одним из главных факторов, которые учитываются при обосновании практически каждого аспекта бюджетов и социальных программ. Вообще статистика в целом это одно из самых важных направлений в развитии государства, потому что статистика – это история, выраженная в цифрах, опираясь на которую, если говорить о текущем режиме, мы планируем дальнейшие наши периоды, в том числе и индикативное планирование, и государственный бюджет. Но если говорить о ретроспективе, о динамике, то это действительно, вот если брать статистику за весь послевоенный период или довоенный период, это очень интересная обзорная информация, на основе которой можно делать хорошие выводы о том, как менялась жизнь в нашей стране. Ведь статистика охватывает практически все направления жизнедеятельности нашей Абхазии. Статистика пронизывает все аспекты современной жизни. Она служит основой для многих правительственных решений в сфере предпринимательской и общественной деятельности. Она дает информацию и представление о тенденциях и силах, которые влияют на нашу жизнь. Наала Ковиль, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. А теперь о других важных событиях уходящей недели. В пятницу президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали за победу бойцам Пицунского батальона. Глава государства поздравил ветеранов с 25-летием Дня Победы и независимости. Вы все заслужили и больших наград. Самой большой наградой для нашего народа является мирная и спокойная жизнь. Я всех вас поздравляю с нашими великими праздниками, которые для нас являются важнейшей в истории нашего государства, в истории становления нашего государства. Больше таких побед в нашей истории не должно быть. Победы должны быть на мирном поприще, в строительстве государства. Я приехал к вам и считаю для себя честью вручить эти награды вам, тем, кто прошел этот сложный путь. Путь войны, послевоенного периода и непростого сегодняшнего пути, который мы проходим вместе с вами.
За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии медалью за победу награждены 119 бойцов Пицунского батальона. В этот же день президент Абхазии Рауль Хаджимба принял организаторов участия абхазских производителей в международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Глава государства поздравил их с высокими наградами на выставке. Рауль Хаджимба поручил Министерству экономики и Министерству сельского хозяйства принимать все необходимые меры для поддержки малого и среднего бизнеса в стране. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц поблагодарил президента за высокую оценку по работе организации выставки и передал ему главную награду – гран-при за вклад в развитие выставки в номинации «Зарубежные страны», которой удостоилось правительство Абхазии. Созидательная энергия наших людей, наших производителей, бизнесменов вместе с усилиями государства дают достаточно ощутимый эффект. В этом году я хочу подчеркнуть, что так же, как и в прошлом году, все расходы по представлению нашей сельхозпродукции взяло на себя правительство. Я хочу результаты этого участия оценить как максимально масштабные и максимально успешные. Ну, конечно, прежде всего, это наша продукция. Действительно, российский рынок испытывает острый нарастающий интерес к абхазской сельхозпродукции. Это мы заметили и замечаем каждый год, но этот интерес растет. 65 курсантов учебного центра Министерства внутренних дел Республики Абхазия приняли присягу на верность Родине. Будущие сотрудники органов внутренних дел дали клятву в торжественной обстановке в священном для каждого жителя нашей страны месте в парке боевой славы в столице. Перед началом торжественной церемонии 65 курсантов, из которых 28 девушек, с волнением и улыбкой на лице, торжественным строевым шагом прошли по площади под звуки военного марша, чтобы дать клятву Родине и защищать права граждан нашей страны. Присягу принимал министр внутренних дел Гарри Аршбан, который поздравил новобранцев со знаменательным событием. Сегодня у нас в системе Министерства внутренних дел состоялось важное событие, потому что курсанты, которые поступили в начале учебного года, приняли присягу. И мы тоже сегодня специально провели данное мероприятие в таком важном месте, в парке Славы, где покоят души наших братьев, сестер, которые сложили головы за свободу и независимость нашей страны. Первую задачу, которую мы ставим сегодня, это воспитать правильно кадры, которые способны будут защищать народ, общество и государство. В течение месяца 74 курсанта проходили плановую подготовку, и лишь 65 из них сумели закончить курс молодого бойца и дойти до присяги. По окончании учебы выпускники учебного центра по приказу министра внутренних дел будут направлены в районные отделы милиции. Курсанты, которые обучаются хорошо и отлично, они будут заканчивать учебный центр со званием лейтенанта милиции. Те, которые чуть, к сожалению, слабее, будут заканчивать младшими лейтенантами, а так и прапорщиками тоже. В этот знаменательный день поддержать будущих блюстителей порядка пришли родственники и друзья курсантов. Родители наблюдали за церемонией со слезами радости и с чувством гордости за своих детей. Конечно, горды, что они старались и мечтали поступить. Их мечта сбылась. Ну вот. Что вы пожелаете? Желаю им, во-первых, упорство в учебе. Это самое главное, чтобы они трудились, слушали, конечно, старших. И их мечта, чтобы сбылась, стали офицерами. Служу Республике Абхазия. Переборов волнение, курсанты громко и уверенно приносят клятву верности Родине. Торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, Родине, быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, образцово нести службу, хранить государственную служебную тайну. По завершении официальной церемонии принятия присяги курсанты принимали поздравления от родственников и делились своими впечатлениями. Мы очень ждали этого момента, и наконец он настал. А почему именно школа милиции? Ну, потому что мы хотим служить своей республике, своей родине, где мы росли, где мы растем. Что вы пожелаете своим сокурсникам? Я им пожелаю, чтобы они учились хорошо,
соблюдали дисциплину, самое главное. А затем, по сложившейся традиции, общее фото на память. 17 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате взрыва в Керчи. Трагедия, жертвами которой стал 21 человек, произошла 17 октября. В Абхазии не остались равнодушными к трагедии. У российского посольства в Сухуми состоялась акция памяти жертв стрельбы и взрыва. Акцию организовал Государственный комитет Абхазии по молодежной политике и молодежный центр АПЕЙПШ. Участники акции выражали искреннее сочувствие родным и близким погибших и пострадавших. С 10 октября увеличилась стоимость сжиженного газа в Абхазии. Кабинет министров республики установил предельную розничную цену за килограмм этого топлива в размере 61 рубля и 80 копеек, а также предельную розничную цену одного баллона газа объемом 27 литров в размере 680 рублей. 17 октября заместитель министра экономики Республики Абхазия Батал Тарба и заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в Москве обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере. В частности, объемы нефтепродуктов, освобождаемых от ввозной пошлины, которые поступят из России в Абхазию в 2019 году. Итоги этой встречи, причины подорожания газа и другие вопросы, касающиеся экономической сферы, мы обсудили с заместителем министра экономики Абхазии Баталом Тарба. Здравствуйте, Батал Джамалович. Добрый день. Вы недавно вернулись из Москвы, это было буквально в четверг. Я бы хотела спросить о встрече, которая произошла в Москве с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. И вы обсуждали объемы, согласовывали объемы различных топливных материалов, которые будут направляться в Абхазию. Вот расскажите, пожалуйста, об этой встрече и расскажите о том, насколько эта процедура является формальной, дежурной, или же все-таки каждый раз есть какие-то вопросы, которые необходимо обсудить? Традиционно мы каждый год выходим с коллегами из Минэнерго на связь с тем, чтобы подготовить подписание протокола о беспошлинном ввозе в Республику Абхазия нефтепродуктов. Работа в течение года, естественно, ведется, то есть мы прогнозируем тот объем, который нашему рынку необходим для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения, предприятий. И мы рассчитываем по нескольким позициям. Это бензин, менее 95-го октанового числа и 95-й. Также битум. Когда вы согласовываете объемы, они не вызывают никаких дискуссий, никаких каких-то споров? Или же абхазская сторона предложила, Россия сказала, да, конечно, мы можем? Ну, обычно не вызывает, потому что это все потребности рынка, просто мы должны их правильно спрогнозировать и рассчитать. Мы это делаем ежегодно, у нас традиционно на основании таможенных данных идет анализ того, что на абхазский рынок заходит, потом мы получаем информацию от крупных оптовых реализаторов, которые также дают информацию, сверяем и составляем ежегодный балансовый прогноз, который потом ложится в основу нашего предложения о подписании этого протокола. Коллеги обычно идут на встречу, потому что это, в принципе, объективная необходимость, и это напрямую предусмотрено соглашением о режиме торговли товарами. Прямое поручение. То, что перевозки осуществляются беспошлино, это тоже как бы формальная сторона дела, это все время. Да, для нас очень важно это, потому что позволяет экономить на издержках и, соответственно, по более доступной цене относительно доступной цене реализовывать на внутреннем рынке, потому что в Российской Федерации достаточно высокие вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты сегодня. Могли бы вы сказать о тех объемах, которые были согласованы, то есть сколько топлива будет завезено в Абхазию согласно тем договоренностям, которые были подписаны? Да, на самом деле у нас договоренности на следующий год остались на уровне этого года. Мы посчитали, что потребление у нас не изменится существенно, поэтому договорились по бензину 92-46 тысяч тонн, по 95-му бензину 13 тысяч тонн, по дизельному топливу 20 тысяч тонн и битум нефтяной 7 тысяч тонн. В целом это все попадает в рынок, и от того это наше население, граждане, либо это предприятия, коммерческие субъекты его приобретают, это уже дело рынка. Ну, я думаю, в целом это плюс-минус среди всех распространяется, потому что бензин потребляют домохозяйства и просто
автолюбителей в больших количествах. Меня интересует вопрос о сжиженном газе, который вот буквально несколько дней назад подорожал практически, не практически, а реально на 100 рублей. В связи с чем произошло это подорожание, которое достаточно, я думаю, ощутимо будет для нас всех? У нас на сжиженный газ распространяется государственное регулирование цен, то есть субъекты рыночных отношений не вправе продавать газ потребителям выше той цены, которую правительство устанавливает. И дело в том, что последний раз такая цена была установлена в декабре 2016 года, и с тех пор закупочная цена газа в Российской Федерации, то есть где мы его и приобретаем, выросла на 28%. Соответственно, это связано с тем, что это особенно большой рост был вот с начала года, с 18 текущего. Обычно всегда цены на газ и нефть, они идут в связке, поэтому если растет нефть и нефтепродукты, соответственно, растет и газ. Поэтому мы были вынуждены поднять за несколько месяцев до этого цены на бензин, и, соответственно, аналогично пришли к тому, что есть необходимость, она совершенно рыночная, то есть мы от этого уйти никуда не можем, поднять цены на газ. При этом, как я сказал, с учетом того, что рост цены закупочной составил 28%, поднятие наше сегодняшнее, но примерно 22-23%, то есть мы еще чуть-чуть за счет рентабельности субъектов рынка для населения постарались сделать, чтобы было менее ощутимо, хотя, конечно, на 100 рублей это достаточно большая, даже выше, чем 100 рублей, большая прибавка, но такой рынок сегодня, мы с этим ничего сделать не можем, к сожалению. Я хотела бы поговорить о результатах форума, который тоже недавно завершился. Это очень крупное событие в деловой жизни Абхазии, скажем так. Вот. Могли бы вы оценить его итоги и могли бы вы сказать, будет ли какое-то практическое продолжение каких-то, возможно, договоренностей, каких-то проектов, которые были задуманы вот во время форума? Вы знаете, форум прошел в штатном режиме, он для нас был несколько особенный, потому что был приурочен к важным датам нашей новейшей истории. Это, в первую очередь, 25-летие со дня победы в отечественной народе Абхазии, а также десятилетие признания в этом году тоже Российской Федерации независимости нашей страны. И, конечно, хотелось его наполнить более ярким содержанием и провести на более высоком уровне. Но я считаю, что отчасти это получилось, потому что у нас очень живая, интересная дискуссия была на пленарном заседании, на экспертных площадках, круглых столах. И, как мы оцениваем, обычно эффективность форума заключается в том, что он позволил, как такая некая площадка, некий мост, связующий субъектов предпринимательской деятельности, экспертов и специалистов, насколько он позволил нашим предпринимателям, допустим, обзавестись новыми контактами со своими российскими коллегами, то есть это деловой форум, и что может как-то какую-то продукцию продвинуть или новые технические проектные решения реализовать. Поэтому эту оценку надо давать, наверное, чуть-чуть спустя время, но я хочу отметить, что по линии Министерства экономики и нашего инвестиционного агентства у нас несколько очень хороших знакомств состоялось. Мы вот сейчас как раз намечаем работу определенную на период конец года и первый квартал следующего года. И надеемся, что наши встречи, наши договоренности на форуме, они какое-то практическое воплощение приобретут. Могли бы вы конкретизировать договоренности, которые вы будете продолжать в ближайшее время? Да, сейчас мы планируем подписать соглашение с Российской ассоциацицией криптоиндустрии блокчейн, РАКИП. Это, в частности, у меня модератором на круглом столе был вице-президент этой организации. Очень много интересных проектов, потому что они, по сути, обобщают, наверное, в себе весь российский, и не только российский, но и СНГ опыт в этой сфере. И очень много идей, просто я об этом пока не хочу говорить, но мы надеемся, что в ближайшее время будет видно. А также у нас с некими финансовыми институтами есть тоже идеи, как развивать отношения. Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций, очень заинтересованы в том, чтобы у нашей банковской системы появились ресурсы для того, чтобы кредитовать субъектов предпринимательской деятельности. И вот на это будет направлена основная наша работа, наверное, в ближайшее время, чтобы эти отношения, договоренности развить в что-то более конкретное. То есть это будет касаться, вот когда вы говорили о банковской сфере, то есть это будет касаться того, что у людей появится возможность брать кредиты, в том числе и потребительские, так ли? Мы очень этого хотим, стремимся к этому, да, это на наших целях действительно. Мы не будем ничего делать в дальнейшем, связанное с развитием нашей валюты.
Ну, я думаю, пока преждевременные такие прогнозы, потому что это очень серьезный вопрос, на самом деле. Ну, мы знаем, что Национальный банк проявил инициативу, выпустил юбилейные бумажные деньги, абсары. И естественно, что пока они официальным средством платежа у нас в стране не являются, но при этом могут в каких-то отношениях, если оба субъекта заинтересованы и это приветствуют, использоваться. Поэтому на повестке дня пока такой вопрос не стоит. Ту тему, которую Адгур Амиранович на заседании пленарного форума поднимал, она тоже требует проработки. Мы изучаем различные варианты, чтобы как бы повысить эффективность хождения рубля Российской Федерации у нас в стране. Это пока так. О технологии блокчейн, криптовалюте и прочее, но многие очень, скажем так, скептически относятся вот к этой идее продвижения здесь, в Абхазии, вот этих технологий. Почему вы уверены в том, что это хорошо будет для Абхазии? Новые технологии, они появляются вне зависимости от того, насколько это люди хотят. Это просто объективная реальность. В свое время многие боялись железную дорогу, многие боялись кинематограф, самолеты. То есть это все то, что пришло в нашу жизнь, стало неотъемлемой ее частью. И мы считаем, и это не только наше мнение, что вся эта индустрия нарождающаяся, она в будущем, ближайшие 3, 5 или 10 лет очень большую роль может сыграть вообще в построении современной цифровой экономики, которая, я думаю, что для всех очень важна, и многие к этому стремятся. И более того, мы очень стараемся всегда посещать различные информационные площадки, экспертные такого рода. Вот у нас в календарном году есть несколько мероприятий, которые мы стараемся министерством охватывать, направляем делегации для этого. И вот буквально у нас в четверг мы вернулись с форума «Открытые инновации», который в технопарке Сколково ежегодно проходит традиционно. Это такая площадка, где по большому счету все самые передовые, самые новые технические, инновационные решения можно охватить буквально за 2 дня, за 2-3 дня. То есть все обойти, все посмотреть, все оценить. И, безусловно, там одна из самых основных тем была это именно криптоиндустрия, блокчейн, связанные с ним технологии информационные. Ну, наряду, понятно, там более высокий уровень, робототехника, уже нейронные сети, большие данные, но это один из мировых трендов, который мы просто не имеем права упускать и должны смотреть за его развитием и стараться подключаться там, где это возможно. Главное, что мы вынесли, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособным сегодня в таком динамично развивающемся мире, надо не то, что ежедневно работать по 24 часа в сутки, но и просто бежать за тем прогрессом, который есть, потому что мы очень сильно сегодня, конечно, отстаем. И на самом деле та повестка, которая сегодня в Сколково стоит, она для нас еще очень в отдаленной перспективе находится, к сожалению. Но, тем не менее, мы всегда считаем, что если идти в ногу со временем, хотя бы обсуждать в стране эти проблемы, эти вопросы и пытаться думать, находить какие-то решения, которые возможны для их применения, то есть мы уже завтра сможем это делать, допустим, если соответствующие ресурсы и компетенции у нас будут. Мы к этому стремимся, и, безусловно, наверное, самое главное, что с этого форума можно найти новые знания для наших сотрудников, коллег и всех. Не так давно, я не помню точно, были ли лично вы в числе делегации, которая была в Сочи и говорила о том, чтобы круизный лайнер «Князь Владимир» приезжал сюда и мог швартоваться в Сухумском порту. Там были некоторые условия, которые выставила российская сторона, связанные с обустройством порта, с возможностью заходить туда крупным судам. Вот могли бы об этом рассказать? Да, я Какие перспективы? В делегации действительно этот вопрос обсуждается, и уже на протяжении где-то года соответствующая подготовительная работа ведется. У нас наша профильная структура, Абхазское морское пароходство, госкомпания, занимается решением технических проблем, которые позволили бы нам этот лайнер принять. Я хочу сказать, что он просто колоссальных размеров, и конечно, для нас имиджевое событие будет очень серьезно, если такого рода судно к нам в порт зайдет и будет заходить регулярно с тем, чтобы и туристы могли в нашу страну приезжать морским путем и наши экскурсионные объекты посещать таким образом. Это, конечно, для нас очень такая хорошая мотивация, чтобы достичь успеха. У нас очень хорошо, в принципе, сейчас идет процесс взаимодействия, ведутся переговоры, есть действительно
некая дорожная карта, которая должна быть реализована для того, чтобы этот лайнер смог в наш порт Сухумский прибыть. Ну, я считаю, что где-то процентов на 80 уже все подготовительные работы выполнены. То, что остается, это вот мы надеемся, что к началу следующего круизного сезона, где-то с апреля-мая 2019 года, мы эти вопросы решим и сможем принимать в Сухумской бухте этот корабль. Представители сочинского порта, они были на деловом форуме здесь, не встречались с нашими представителями Сухумского порта, например? У нас по договоренности чуть-чуть позже должна состояться встреча. Мы планировали где-то конец октября для того, чтобы подготовиться, потому что, по большому счету, встреча в Сочи была прямо накануне Абхазского форума. Естественно, что все эти моменты, которые надо было отработать, мы не успевали, поэтому решили, хотя была изначально мысль, конечно, приурочить все это к нашему событию, но решили, что все-таки лучше более качественно подготовиться и где-то вот ближе к концу октября провести эту рабочую встречу. Одно из основных препятствий — это то, что у нас наша глубина дна не позволяет принимать корабль с столь низкой посадкой. То есть там, где у нас сегодня, по-моему, если не ошибаюсь, 5,5 метров, у князя Владимира надо минимум 7, чтобы он мог пройти, поэтому, естественно, что нужно углубить. Уже, насколько я знаю, есть проект соответствующий. Сейчас осталось определиться со сроками, с исполнителями, источниками финансирования. И, в принципе, я думаю, что... Вы будете привлекать инвесторов? Нет, мы постараемся своими силами, потому что заинтересованы в этом, в первую очередь, сами, естественно. Государственные. Да. Но это сейчас вопрос будет решаться, пока вот я не готов конкретно озвучить, там, когда это будет сделано, на какую сумму и так далее. Но в ближайшее время, я думаю, будет информация соответствующая. Сейчас еще мы буквально сегодня написали в Министерство Российской Федерации по транспорту соответствующее письмо с просьбой, чтобы мы ускорили процесс и как бы уже в более плотном режиме, уже с подключением федерального ведомства этим вопросом занимались, чтобы потом в конечном счете прийти к договоренностям уже на уровне вот самого высшего руководства и их реализовать в кратчайшие сроки. Каковы планы относительно работы по направлению инвестагентства? С точки зрения ближайших планов, у нас вот по линии инвестагентства большая работа предстоит. Мы планируем до конца года сформировать это 5-8 инвестиционных проектов, которые будут полностью готовы для того, чтобы потенциальные инвесторы могли их рассмотреть и принять какое-либо решение про выход. То есть это будет полностью бизнес-план, финансовая модель, проект сам, который любой заинтересованный инвестор сможет всегда оценить. И мы дальше планируем эти проекты продвигать, в том числе и на различных международных ярмарках, выставках. И у нас впереди Сочинский инвестиционный форум, где, если мы успеем, тоже постараемся какие-то интересные проекты по Абхазии представить для всеобщего обозрения. Благодарю вас за интервью. Спасибо большое. Спасибо. В пятницу в Центральном выставочном зале столицы открылась персональная выставка картин адыгского художника, искусствоведа и археолога Нурбия Лавпачи. Экспозиция состоит из 84 картин различных жанров. Репортаж Налы Кове и Алики Трапш. Мастер портрета, пейзажа и жанровых композиций Нурби Лавпачи более 40 лет живет и создает свои произведения в столице Адыгеи, в Майкопе. Художник давно хотел организовать свою персональную выставку в Абхазии, но по множеству причин осуществить ее ранее он не мог. И, наконец, давняя мечта Нурби Лавпачи сбылась. Экспозиция выставки состоит из 84 картин, написанных художником с 80-х годов прошлого столетия по настоящее время. Надо было обязательно приехать и показать свое отношение к Абхазии. Мне нравится эта природа и народ, но он родственный нам. И поэтому я все время стремился сюда. Я специально 4 работы написал для Абхазии. В этой экспозиции они есть, и я их намерен оставить здесь. В основном памятники и археологи. Там Петунский собор есть, потом вот Адхара, мегалитический комплекс, археологи Шамба Жора, ушедшие, и Шинкау Коля. И там Анакапийская крепость еще есть.
Основная тема выставки – искусство и археология. И это неудивительно, ведь автор не только художник, но и историк-археолог. Картины Нурбия Лавпачи, написанные сразу в нескольких жанрах – пейзаж, композиция, натюрморт, портрет – отличаются многообразием красок и, несомненно, приковывают к себе внимание. Вам огромную благодарность за такой подарок абхазскому зрителю, потому что ваша картина мира, которая представлена в этом прекрасном вашем творчестве, на мой взгляд, найдет и здесь ваших поклонников, ваших зрителей, ценителей вашего таланта. Поэтому добро пожаловать, и я уверена, что это будет еще начало каких-то совместных интересных идей и проектов. Поздравляем, вам спасибо. Во многих своих работах художник изображает майкопскую культуру эпохи Бронзового века, дольменную культуру и наши дни. Природа родной Адыгеи и Абхазии мастером воспета и в жизни, и в графике. Немало картин с нардскими или мифологическими сюжетами. Во многих своих работах Нурби Лавпачи присутствует сам. Это его внутренний эмоциональный мир. Я лично его знала как археолога. Он очень дружил с моим отцом Георгием Шамбо. Я удивилась, когда увидела такие картины. Вот, чтобы совмещались две такие профессии. Археолога – сложнейшая профессия для человека. И причем художник, может быть, он как бы просто рисовать как любитель, но здесь мы видим работы очень серьезного художника. И вот это, знаете, национальное, адыгское и абхазское, что оно едино, видно по его работам. У него такие живые работы, такие, которые радуют глаз, яркие очень. Наш быт, наша культура, море, горы, он все это так воплотил, лица женщин. И даже археологические моменты проскальзываются. Персональная выставка адыгского мастера портрета, пейзажа и жанровых композиций Нурбия Лавпачи будет открыта до 1 ноября. На Алакове Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. На этом наш эфир подошел к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.